Салямец Дермет Дастар. На связи Руслан Ильнас, авторы приложения СОС и книги «Разговорный казахский для ленивых». Здравствуйте. В сегодняшнем подкасте мы хотим обсудить важный и интересный вопрос. Что значит выучить язык и как понять, что ты его действительно выучил? Да, это действительно важная тема, о которой говорят не так часто. Чтобы выучить успешный язык, важно четко понимать свою цель. Многие занимаются годами, но процесс может казаться бесконечным, а кто-то, достигнув нужного уровня, продолжает сомневаться и стесняется использовать язык в реальной жизни. Ну и помимо этого нам интересно попробовать сам формат подкаста и понять, насколько он будет интересен нашей аудитории. Мне кажется, среди наших слушателей много вдумчивых людей, которым такой формат очень должен понравиться, такой формат в стиле YouTube. Перед тем, как перейти к основной теме, давай немного расскажем о своем опыте изучения языков, чтобы Давай. слушатели понимали, о чем основаны наши дискуссии. Начну Хорошо. с себя. Мой опыт куда как скромнее твоего, поэтому это будет быстрее. Я обычный выпускник русскоязычной школы, изучал казахский, английский, но, честно говоря, ни тот, ни другой в школе я не выучил, хотя английский, в принципе, база у меня была по окончанию школы, а вот казахский, с ним было все гораздо хуже, несмотря на то, что в аттестате была четверка, я в себе максимум двойку поставил. И вот около 5 лет назад, уже в взрослом возрасте, я решаю выучить английский язык. И я М, нахожу методики, и буквально за 2 года, где-то год мгм. самостоятельного обучения, год с репетиторами, я достигаю своего результата, я устраиваюсь в международную компанию, начинаю использовать язык в реальной жизни, в разговорах с коллегами, в письме. И тогда у меня вот в голове прям щелкнуло: бинго, я знаю, как учить языки. Мгм. И я такой на этой энергии решаю начать сразу учить казахский. Ты помнишь этот Мгм. момент? И Да. вот мы начинаем учить казахский, уже 2 года прошло. Мой уровень, кстати, неплохой сейчас, я считаю. Однако Мгм. я все его еще учу, и я не могу сказать, что его выучил. Но у меня хороший прогресс и уверенность в том, что я его освою в ближайшее время на уровне, Мгм. который мне нужен. То есть я обычно Мгм. обучающийся, обычный русскоязычный ученик школы и так далее. А Ильнас эксперт и профессиональный преподаватель. Ты сколько лет уже преподаешь? Я думаю, что я преподаю уже более 7 лет. Ого. Да, я начала преподавать еще в университете, когда только поступила в университет. На самом деле, любовь к языкам у меня зародилась, когда я еще была в школе. Возможно, это даже не любовь, а когда я поняла, что это то, что мне удается лучше всего. В школе я не была очень хороша в математике, и моя мама решила тогда меня отправить к репетитору. То есть я изучала английский в школе, и у репетитора английский в школе, если честно, преподавался не очень хорошо на тот момент. Я думаю, сейчас система чуть-чуть поменялась, образование, и сейчас молодые люди очень быстро учат новый язык. После окончания школы я все равно не говорила на том уровне, на каком я хотела. Мне помог тогда университет, потому что в моем университете мы обучались только на английском языке, поэтому в течение последующих 5 лет я говорила только на английском языке, так как А мои профессора ты, извини, говорить перебью, по-русски. а ты училась в Астане, да, насколько я помню? Да, я училась в Астане, в Назарбаевском университете, да, и наши профессора были почти все иностранцами, и они не говорили по-русски, поэтому хочешь не хочешь, приходилось говорить по-английски, и вот тогда я хорошо прокачала свои знания, и так как английский на тот момент уже не был целью, а больше как инструментом. Поэтому тогда я поняла, что я хотела изучать, какой-то новый язык, потому что как бы цели, с английским языком я уже тогда достигла своих целей. И тогда я выбирала между разными языками, да, и
Я учила в какой-то момент французский, испанский, китайский, но тогда уже я поняла, что я не могла уделять времени всем языкам, поэтому я решила сфокусироваться на китайском языке. Да, это был очень интересный опыт. Мгм. Впоследствии, кстати, я, да, поехала в Китай и уже там изучала китайский язык 2 года в университете. Точнее, не в университете, я училась тоже на английском, но так как я проживала в Китае, у меня была возможность практиковать китайский с местными людьми. Что у И тебя, что у тебя с русским и казахским? То есть у тебя какой из них с детства был? Или оба языка с детства у тебя были? Хороший вопрос. Да, на самом деле я с детства говорю на обеих языках. Я ходила в русскую школу, но так как я с Тараза, с юга Казахстана, там живет более традиционное общество, и мы чаще в семьях говорим по-казахски. То есть дома я говорила по-казахски, а в школе я говорила по-русски. И поэтому у меня оба языка хорошо достаточно развиты. Вот до И школы, получается, не знал русского языка? Это на самом деле интересно, потому что до школы я не знала, но я помню, что когда мне было примерно 6 лет, я подружилась с одной девочкой, она была русской, и это очень интересно на самом деле, потому что на тот момент я не говорила по-русски, она не говорила по-казахски. Но так как мы были детьми, мы любили просто играть. Для игры не нужно было очень много слов, и как-то это все само пошло, и я выучила русский язык благодаря ей тоже. Это мой опыт. Да, сейчас я достаточно хорошо говорю по-китайски тоже, но, к сожалению, так как нету практики, со временем начала забывать. Преподавать, да, я начала в университете, когда мне нужны были экстра кэш, да, это дополнительный доход, да, и тогда я решила, что, зная английский, я могла бы использовать это для дополнительного заработка, да. Тогда это было частичной занятостью, а Мгм. сейчас это, да, это Сейчас, уже сейчас полно. полное, да? То есть, получается, за 7 лет сколько примерно студентов ты обучила? Ну, сколько Ой, и продолжаешь это обучать? Да, это очень много студентов. Я работаю также на одной платформе. Скидывали мне недавно статистику. Если честно, я уже не помню цифры, но это было очень много студентов с 135 стран мира в прошлом году, в 2024 году. Нет, вру. 35 стран мира и 135 студентов, я думаю. Да. Причем ты обучаешь не только английский, еще и русский, да, и казахский. Да, я обучаю русскому, казахскому, английскому. А у тебя Да. были кейсы, вот, когда прямо на твоих глазах человек достигал своих целей, ну, то есть он начинал разговаривать на языке, начинал его использовать? Да, да, очень много было таких случаев, и я на самом деле это мои любимые студенты, студенты, которые да, вначале ничего не могут говорить, потому что в таких случаях прогресс очевиден. Когда мы начинали, они ничего не могли сказать, а сейчас мы говорим только по-английски, и я знаю, что это результат моих усилий и усилий студентов, конечно же, да, но когда я вижу такой прогресс, я получаю большое удовольствие, да, поэтому это Вот мои любимые. мы плавно и подошли, в общем-то, к теме разговора, что люди постепенно, учащиеся, постепенно приходят к своим целям. И вот как Да. распознать тот момент, как понять, да, что ты можешь сказать, да, что я знаю язык. Потому что Мгм. люди, когда они только начинают обучение, они немножко как слепые котята, они не видят конца. То есть для них это Мгм. какой-то огромный мир языка, и где та точка, в которой ты можешь сказать, что ты выучил язык, она пока еще не ясна. А когда ты не Мгм. знаешь цели, мне кажется, очень сложно двигаться. Я вот сейчас себя вспоминаю, у меня такое было, я просто не знал. Я Мгм. просто шел вперед, не видя вообще, где, где моя цель. Но я был Да. упорным, поэтому я достиг ее. Но кто-то может ведь и сдаться, поэтому лучше бы заранее знать, Мгм. кажется. Вот где то точка, как вот ты ее определяешь? Я думаю, в этом случае есть 2 варианта ответа. Первый — это вот экзамены, да, вы сдаете экзамены, IELTS, например. Они говорят вам ваш результат, да, по этому результату вы потом можете сказать, насколько хорошо вы знаете язык.
Или второй вариант — это вот когда вам к никакому экзамену готовиться не нужно. В этом случае, конечно, труднее, сложнее, потому что я думаю, что процесс изучения языка, он очень-очень долгий, и даже в какие-то моменты я для себя открываю что-то новое, хотя я говорю как fluently, да, уже без проблем. Но иногда даже я вижу что-то новое, изучаю, учу что-то новое. В этом случае, когда у вас нету определенного четкой цели, я думаю, часто можно распознать, что вы достаточно хорошо знаете язык, если вы можете говорить, даже если вы не знаете много слов, но вы можете говорить уверенно с носителями языка или с людьми, которые говорят на этом языке. У меня это было с китайским языком. Когда я была в Китае, например, когда я училась в университете, я вроде бы учила язык, но когда я приехала в Китай, я все равно не очень хорошо говорила. И я поняла, что я не знала языка. Но через год я уже могла говорить с людьми. Да, я не знала очень много слов на тот момент. Мой словарный запас был еще не достаточно хорошего уровня, но я могла разговаривать с людьми, и когда нужно было что-то сказать, но я не знала, как это сказать, я использовала другие слова. Да, да, И я в знаю тот этот момент прием. я уже да, и я людям уже говорила: я знаю китайский, даже если он не был очень высокого уровня. То Ну, есть, слушай, когда вы я можете сейчас могу использовать. подтвердить это. Мгм, То есть у меня мгм, точно так же было, когда я выучил английский, как я считаю, что выучил, я просто начал ходить на собеседование, помню, на английском языке. Я был вынужден его использовать. Я много мгм, слов не знал, я тоже постоянно натыкался на то, что не знаю какое-то слово, но я всегда мгм. находил способ, как это обойти. Вот именно, мне кажется, именно это и является той точкой. То есть, когда ты начинаешь язык использовать. Да, я думаю, для многих студентов, и когда, они, например, даже если не были в той стране, язык которого они учат, но, например, путешествуют, и потом у них появляется возможность использовать язык, тогда они говорят: оказывается, я знаю язык, потому что я могу его использовать. То есть им нужно подтверждение, возможно, вот такого типа, когда они говорят с людьми, даже, может быть, чуть-чуть даже на ломаном, но это дает для них подтверждение, то, что они знают язык. Да. Вот у меня сейчас с А так казахским вообще. такая проблема. Мгм. То есть Да-да. я чувствую, что я его знаю на самом деле, я уже могу разговаривать, но я немножко Ага. стесняюсь. И иногда бывают случаи, я где-то в такси поговорю, иногда Мгм. где-то в ЦОНе. Обычно это происходит, когда люди сами ко мне на казахском обращаются. Но вот чтобы я Мгм. первый инициировал диалог на казахском, вот это редко бывает, к сожалению. Да. Просто мне нет Ну. необходимости, вот в этом еще проблема. С английским языком как-то там с работой было связано, и ты начинаешь разговаривать, потому что ну, от этого зависит твой доход и так далее. А с казахским нет такой необходимости, и поэтому, да, вот тяжело начать, потому что это все равно какой-то стресс всегда Да. начать разговаривать, и да, вот такая проблема у меня сейчас есть. Да. Ну, вот эта тема стеснения, да, она очень важная. Многие люди считают, будто бы если они что-то скажут неправильно, то все идут на расстрел. Но на самом Да, деле это не так. Все люди, с которыми вы говорите на их языке, они понимают, что вы не носитель языка, то, что вы, естественно, будете говорить с ошибками. Да, поэтому нужно это всегда держать в голове, помнить, что люди, с которыми вы говорите, они, наоборот, будут благосклонны к вам, и они будут рады, что вы говорите на их языке, да, и будут стараться, наоборот, помочь вам, нежели раскритиковать ваши знания. Да. мгм. Я думаю, на этой позитивной ноте мы будем заканчивать, потому что у нас осталось Мгм. буквально Да. 5 минут. Возможно, мы раскрыли тему не до конца, потому что она очень, на самом деле, обширная. Тут можно очень много дискутировать. Я также извиняюсь, что я перебивал тебя несколько раз. У нас просто мало опыта, да, совместных таких разговоров Мгм. на запись, поэтому Мгм. как бы не судите нас строго. Надеюсь, разговор для вас был полезен. Возможно, вы узнали себя в некоторых моментах, нашли какие-то ответы на свои вопросы. И главное, что убедились в том, что вы движетесь в Мгм. правильном направлении, что изучение языка это сложно, что вы не один такой, что даже Ельназ, да, которая сказала, что у Мгм. нее есть склонности к изучению языков, испытывала и трудности, и стресс, и все это было. Поэтому, если вам понравился такой формат, не забудьте поставить лайк,
поделитесь своими мыслями в комментариях. И до новых встреч! До свидания. Сау Болонсдар.